Сегодня у нас спарринги 5 по 5. Подготовка идет полным ходом. Смешанная работа, работа муай-тай и спарринги по ММА. Фаниль находится в очень хорошей форме. Проходим хорошую подготовку к главному событию. Это через 2 недели будет турнир в Караганде. На ближайшие 2 недели у нас будет подводка, подгонка веса. Умеренная такая работа, поэтому мы подойдем к турниру в самой лучшей форме. И будем надеяться, что все у нас получится по плану, по которому мы работали, готовясь на Мухаммада Хайбати. Поэтому я думаю, все пройдет хорошо. Если сравнивать форму Фаниля с крайним боем его с Нариманом Аббасовым, то мы будем в лучшей форме, чем были в тот раз, потому что тогда у нас были определенные проблемы, и мы не были в такой прям пиковой форме. На этот раз мы эти проблемы учли, исправили ошибки, и в этот раз мы будем в очень хорошей форме. Я думаю, будем в лучшей форме, чем были с поединком с Нариманом Аббасовым. Но я всегда говорю то, что самое главное для нас победа. Мы знаем то, что до этого перса никто не досрочил, но мы будем стараться, конечно же, выжимать максимально и использовать свои навыки в грэпплинге и в ударной технике, чтобы постараться удосрочить соперника. Это будет одной из таких основных наших задач. Но, я как повторяюсь, самое главное, чтобы наш спортсмен выиграл. И для нас наша задача, чтобы нашему спортсмену подняли руки в конце поединка. Меня зовут Вадим, я тренер по ударной технике. Сегодня мы будем отрабатывать клинч тайский, отработку ударов ног и кикбоксинг. Фаниль сейчас готов на 90%, 10% еще осталось чуть отточить необходимые навыки и клинча, и связки рук-ног. Ну, более-менее он готов. Дай бог, победа за нами. Перс очень хороший соперник, никогда не проигрывал досрочно. Ну, у Фаниля 50% есть шансы удосрочить его, потому что он уже сейчас на пике своей формы. Хороший опыт, есть разнообразие и рук, и ног, и борьбы. Универсально подготовлен. Сильная сторона Фаниля, что он стал очень хорошо думать, стал быть более подвижным, разнообразным. Это большой плюс, то что он может во время боя переключиться и в стойку, и в борьбу. Этим можем мы взять свое. Пару слов про Фаниля. Расскажи нам, насколько вот он готов сейчас. Да, Фанил, это бой 100% готов. Тренировки сила каждый день. Иншаллах, я доверяю Фанил. Первый, второй раунд выиграю чемпиона. 100% готов, функционалка, técnica, борьба и стойка. Иншаллах, Фанил чемпион. Даем ребра, набивай. Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы
конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. Фаниль, мы посмотрели твою тренировку. Да. Классно, но я хочу тебе показать актуальную форму перса. Что скажешь? Молодец. Сегодня что, тоже выполнил? Мы можем оценить актуальную форму Фаниля В Рафикова. этой игре есть уровни. Перса никто не удосрачивал. У тебя есть какой-то план? У тебя точно есть план. Ты можешь сказать, что ты хотел бы именно финишировать его раньше, или ты думаешь, что бой пройдет все 3 раунда? Мы настраиваемся на 3 раунда. Мы работаем с командой по тому плану, что нужно выигрывать в максимально доминирующей манере. Попадется финиш, будет финиш. Не попадется, будет доминация. Я, как и говорил, в этой игре есть уровни. И у меня нет недооценки. Сейчас многие там ребята говорят, что я несерьезно к персу отношусь. Но сегодня по тренировке вы видели, что я максимально серьезно к нему отношусь. Очень хороший соперник. И да, у него хоть и проигрышей достаточно, но никто его не финишировал. Даже такие сильные бойцы, как Грозин, Дивнич его, не смогли удосрочить. Поэтому настраиваемся на 3 раунда. Он первоначально, я хотел 5 раундов с ним поработать, но он отказался. Вот такой вот он гангстер, такой вот он бандит, такой вот кошмар. Что на 5 раундов его чуть не хватило. Слушай, вот в бою с Нариманом Аббасовым все-таки ты был андердогом, и мне кажется, вот это ощущение того, что ты хочешь доказать что-то, психологически оно тоже тебя драйвило. Здесь ты явный фаворит, и мы делали аналитику, прогнозы, давали эксперты. 99% опрошенных нами экспертов говорят о том, что все-таки склоняются в пользу того, что победишь ты в этом поединке. Скажи, тебе вот психологически чувствовать себя андердогом легче или вот фаворитом? То есть тебе готовиться легче из какой позиции? Да у меня нет позиции. У меня позиция одна — выигрывать. У меня есть что доказывать. Сейчас мы, грубо говоря, я всегда считал, что я на высоком уровне боец, но сейчас мы, условно вышли на новый левел. И мне нужно показывать, что сейчас как боец, как человек я вырос ментально, так и в мастерстве. И, я считаю, что перс, хотя рекорд не внушительный, но он очень серьезный парень, и надо максимально к нему серьезно отнестись. То есть ты его недооцениваешь? Не недооцениваешь? И не переоцениваю. Максимально адекватно отношусь. Плюс-минус такое же отношение, как к Нариману. Если вспоминать бой с Нариманом, какие-то фишки оттуда ты возьмешь, или это совсем другой план? Это совсем другой боец. Если у Наримана был панч, он панчер, нокаутирующий, имел. И вот в этом была его опасность. У перса, как мы наблюдали, не скажу, что руки подушки, но ударной техники у него не так много преимущества. И в основном по крайней бои он борется. Я думаю, и в этом бою он будет предпринимать попытки переводов. Но на этом его и попытки закончатся. Слушай, а вот то, что Мухаммед такой очень медийный, он говорит, он кидает тебе, скажем так, вот эти панчи, он так хорошо отыграл с этим «где в Караганде», я не твой ковер, я твой кошмар. Да. Тебе интересно играть в эту игру, или ты просто ему отвечаешь? Но ты же казахстанский Макгрегор, и здесь вот вы на равных, или ты все-таки чувствуешь, что он как-то больше, ярче здесь? Да, нету такого. Я проявлял креатив, и я где-то его тоже цеплял. Мой ответ был с ковров в зале вытряхивали. Я не считаю, это ментальные игры, но меня уже тяжело чем-то зацепить. Я Крым, медные трубы прошел, я думаю, что сейчас в голову мне очень тяжело залезть. Возможно, ему, я уже где-то под коркой сижу, потому что по его ответам, обычно у него же резкие ответы максимально, даже есть нецензурная лексика, он использует нечасто, Но здесь все в таком, как будто добрый вайб, даже его ответы, где он там одеяло одевал, такого, где-то смотрится по-детски нелепо, но он мастер своего дела, я это признаю, он, привлекает максимум внимания. И я думаю, 40% людей придут именно посмотреть на него, на наше противостояние. И такой вопрос. У тебя 3 серии из 3 побед. Да. Ты обладатель 2 поясов. Но ты сейчас на такой волне успеха.
И есть мнение, что когда боец, ну, как бы такой уже сытый, у него все есть Не деньги, сытый, не есть сытый. 2 пояса, Не сытый. мотивации как будто бы меньше, нет такого? Нет, все знают, что у меня дочка маленькая растет. Ей нужна квартира в Алмате. Поэтому мотивация, она всегда присутствует. Я вот этого долго ждал. Я ждал буквально, да, я в этом спорте уже больше 10 лет. И можно так сказать, я вышел на этот уровень совсем недавно. И я еще голоден до побед, до больших боев. Планы строить начал, да. Были неудачные периоды, когда я вообще думал, что все, возможно, это гейм овер. Но нет, я перетерпел. И нужно сейчас газовать максимально, пользоваться этим временем, своим временем. И, как я говорил, я голоден не только в материальном плане, но и голоден до побед, до скальпов, которые, пополняют мой рекорд. Но у тебя 3 победы подряд. Ты хочешь не прерывать сейчас эту серию? Нет, максимальный винстрик. Есть большие примеры. Есть Шавхат Рахмонов, есть Асол Мабаев, который, да, у него 19 боев винстрик. Поэтому, есть на кого равняться, на братьев, на своих. Поэтому, будем продолжать винстрик. А что тебе Шавкат советует перед этим боем? Вот можешь сказать какую-то, не знаю, фишку, может, он тебе показал, или какие-то слова от него, наставления? Буквально вчера разговаривали, и он говорил, ты в хорошей форме, просто надо концовку забирать вот в каждом раунде максимально ярко, говорит, как ты умеешь максимально ярко забирать и настраиваться на 3 раунда, настраиваться на серьезную рубку. Вот его слова, и он говорит, это твое время, надо газовать. А будут вот эти вот фишки, там всякие красивые кувырки, вот что ты радуешь зрителей такими прикольными моментами? Изначально, да, бои, это, больше составляющая шоу. Люди приходят, люди платят деньги, часть это наш заработок. Сколько людей придет, столько мы и заработаем, поэтому первоначальная задача их радовать, конечно же, но и результат. Результат это 70%, я считаю, 30% это шоу показать. Потому что мы выступаем на профессиональной арене. Вроде Караганда-арена 5000-ник, да? 5000 людей придут посмотреть на бой, на главный бой вечера. Поэтому будем радовать фишками, максимально создавать шоу. И я мечтаю о таком бое, как я всегда говорю. Кровь в кровь, кость в кость, чтобы 3 раунда. Вот для меня это бой мечты. Возможно, может исполниться этот бой. Итак, мы ждем вас 19 октября. Где? Караганде! Бизнес сегодня – это напряженные звонки, документы, отчеты и бесконечные встречи. Хватит тонуть в рутине и постоянном контроле. Доброе утро, коллеги. Давайте сегодня. Дарлин – решение всех ваших забот в одном месте. От документа оборота до заключения миллионных контрактов. Дарлин – это твой цифровой офис. Управляй бизнесом из любой точки мира.